Лекарство, без которого трудно дышать, не могут получить жители республики. Мацетинтан назначают пациентам с легочной гипертензией. Препарат не вылечивает болезнь, но делает ее течение легче. Лекарство выдают бесплатно по рецептам, но в аптеках его нет. Многие ждут с лета. Подробности в материале Анастасии Ильчебаевой. Никому не пожелаю. Вообще, во-первых, это шок для организма. Это как я кричала. Вот. Это очень больно. Ну и потом уже, конечно, хорошо, легкие открываются, ты дышишь. Ирине еще недавно уступали место в автобусе и в очереди принимать за беременную, пока из нее не откачали 13 литров жидкости. Тяжелую болезненную процедуру она прошла уже 2 раза. С каждой уходят и необходимые организму микроэлементы. Еще недавно она выглядела так. За полгода потеряла больше 30 килограмм. Легкие плохо работают, сердце тоже слабое. У меня врожденный же порог сердца и замена клапана аорты. Все вместе это неправильно работает. У меня скапливается жидкость в брюшной полости, то есть отек. Мацетинтан именно дает эффект раскрытия где-то какого-то правильного. И да, и жидкость, лимфа начинает ходить, сердце начинает лучше работать. Ну вот препаратов нет. И жидкость скапливается. Первый рецепт Ирина получила еще в августе, после того, как на скорой ее увезли в больницу. Препарат, который нужен ей как воздух, она так ни разу и не видела. У меня вот рецепты на отсроченной выдаче. Уже получается уже их 3 штуки. Август, сентябрь и октябрь. Потому что у нас рецепты... Тяжело говорить, если хотите, мы можем все Давайте передохнем. Даже разговор дается с трудом, не говоря уже о выходе из дома. Спуститься с 4-го этажа еще можно, а вот подняться не хватает воздуха. А препарат за эти 3 месяца в аптеках так ни разу и не появился. Купить самостоятельно упаковку лекарства за 150 тысяч, которую хватает на месяц, Ирина не может. Пенсия по инвалидности меньше в 17 раз. Поддерживают близкие и кот Дарий. Он понимает, вот когда особенно выпускают вот эту жидкость, я прихожу вообще вот такая, мне заносит. Вот. Ложусь, и вот он сразу идет. Можно сказать, последние остатки, которые есть. Одна таблетка в день, раз-два, меньше 2 недель. Насте 22 года, и что такое дышать полной грудью, она не знает. Легочная гипертензия у нее с рождения. Девушка растягивает запасы лекарств. На крайний случай в комнате стоит кислородный концентратор. В аптеке ответ один – препарата нет в наличии. Ты не выздоравливаешь от него, ты просто приживается прогрессирование заболевания, и у тебя одышка не растет, не становится больше. Естественно, есть немного улучшений, то есть без препаратов усиливается эта слабость, тяжело ходить, мало сил. И сейчас препарата нет, говорят, что задержки, надо подождать, а причина неизвестна, почему надо ждать. Этим вопросом задаются пациенты с легочной гипертензией по всей республике. Перебой с лекарством, рассказывают, были и раньше, но 3 месяца никогда не ждали. В Министерстве здравоохранения ответили, что в скором времени препараты нуждающиеся все-таки получат. Госконтракт на данный препарат для региональных льготников заключен. Поставка ожидается в течение 14 дней. Задержку, говорят пациенты, им не объясняли, а ожидание в неведении особенно пугает. Поэтому мы хотели бы установить диалог с нашим Минздравом. Сейчас будем проводить 29 октября мероприятие, будет большая конференция, будет участвовать Гузель Улумбекова, это ректор Высшей школы организации здравоохранения в Российской Федерации. И приглашаем Министерство здравоохранения принять участие в этой конференции, чтобы они послушали, как это возможно будет все организовать. Лекарство для многих – это возможность вернуться к более-менее полноценной жизни. После получения можно будет не только вздохнуть, но и, наконец-то, выдохнуть. Анастасия Ильчебаева, Владислав Минязев, Балас Андреев, Новости, Уфа.